Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшекшара. Коротко о темах в сегодняшнем выпуске. Стартовал третий заключительный этап конкурса команды Абхазии. В нем принял участие вице-президент Беслан Биглава. Делегация из Абхазии принимает участие в общественно-деловом форуме «Евразия. Территория традиционных ценностей» в Москве. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба посетил площадку, где возводится республиканский сосудистый центр. Туда же будет доставлен ангиограф. Проблему сбора и утилизации бытовых отходов обсудил президент Бадыр Агунба с вице-президентом Бесланом Биглава, премьер-министром Владимиром Делба, руководителем администрации президента Бесланом Эшба и депутатами парламента Винори Бебия, Алмасом Макаба, Резу Зантария, Бесланом Эмурхба. Глава государства назвал проблему утилизации твердых бытовых отходов, требующей повышенного внимания со стороны государства. Приглашенный на встречу специалист-проектировщик Василий Белосевич ознакомил участников совещания с успешными примерами создания мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов в российских городах. По итогам совещания Бадыр Агунба поручил премьер-министру проработать вопрос по организации разработки схем очистки твердых бытовых отходов с учетом успешных примеров и в кратчайшие сроки представить предложения. Стартовал третий заключительный этап конкурса «Команда Абхазии». Он будет проходить с 11 по 13 апреля. За это время участникам предстоит показать свои деловые и личностные качества, пройти комплексную оценку основных управленческих ролей. В открытии финала конкурса принял участие вице-президент Беслан Биглава. Из 88 финалистов конкурса победителями станут 20 человек, которые получат специализированное обучение на базе мастерской управления «Снеж» платформы «Россия. Страна возможностей». Важной частью станет обмен знаниями с ведущими российскими экспертами в области госуправления и корпоративного менеджмента. Кроме того, у победителей появится перспектива занять ответственные должности в органах власти республики. Конечно же, это очень важно. Эта идея зародилась, вы как помните, накануне предвыборной кампании. Бадыр Зурабович ее целиком поддержал. И в то время, как мы понимаем, что у нас происходит дефицит кадров, что у нас молодежь иногда, к сожалению, остается грамотная, образованная молодежь, не участвует в политической жизни, так в Абхазии. Я считаю, это очень грамотно и очень актуально именно в это время. Но это в разные области у нас требуются управленцы. От, я скажу так, от инженерного состава до управления государственными органами во всех областях абсолютно. Какие компетенции, на ваш взгляд, важны для управленца? Ну, в первую очередь, наверное, это морально-этические качества, это в самую очередь, и профессионализм. А про проект я услышал благодаря выступлениям на тот момент кандидата в президенты Бадыра Зурабовича и решил принять участие, потому что участие в подобных проектах приводит к тому, что молодежь становится более интегрированной, вовлеченной в политическую жизнь страны, что, на мой взгляд, является чрезвычайно важным аспектом молодежной политики внутри государства. Программа была действительно разной, были 3 разных блока тестов, все они были очень интересными. Для меня они были немного необычными, потому что задания были нетипичными, построены именно в том формате, чтобы тот или иной кандидат максимально подошел к этому с точки зрения проработанности и осмысленности данного задания. Мне они, безусловно, понравились и были для меня в любом случае хорошим опытом. Прежде всего хочу пожелать всем удачи. Здесь мое сугубо личное мнение, что здесь нет проигравших, и любой участник, который просто принимал участие, уже победитель. Делегация из Абхазии принимает участие в общественно-деловом форуме «Евразия. Территория традиционных ценностей», который проходит в Москве. Мероприятие объединило свыше 600 экспертов из России и ряда стран СНГ, в том числе из нашей страны. В качестве экспертов на форум приглашены исполняющие обязанности министра просвещения Инал Габля и исполняющие обязанности министра культуры Динара Смыр. О работе форума и темах, которые были затронуты в его рамках, в материале Али Китрабш.
Международный форум «Евразия. Территория традиционных ценностей» объединил более 600 участников из разных стран постсоветского пространства. Это министры, лидеры бизнеса, образования, культуры, медиа, общественных организаций. В списке государств Абхазия, Россия, Молдова, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, Сербия и другие. В Национальном центре «Россия» говорили о сохранении истории и религии, обсуждали совместные проекты в области культуры. Министр просвещения Российской Федерации, подводя итоги панельной сессии, отметил, что итоги этого форума обсудят на предстоящем большом форуме в Казани. Он также подчеркнул, что Россия прикладывает большие усилия, чтобы интегрировать страны Евразии в одно культурное, образовательное и бизнес-пространство. Для того, чтобы сохранить мир, развивать, давать качественное образование нашим школьникам, чтобы молодое подрастающее поколение воспитывалась на тех традиционных ценностях, которые делают человека с большой буквы. Те ценности, которые действительно вдохновляют и развивают. Вот это очень важно. И здесь мы очень тоже аккуратно и смотрим, чтобы использовать тот опыт, который есть уже накоплен, положительный опыт в странах Евразийского континента для использования, в том числе и для развития нашей системы образования. Депутат Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова, выступая на форуме, отметила, что она, как автор закона о родных языках в России, за то, чтобы в стране было многоголосие. Сегодня выстраиваем работу так, в ОНО Евразия, чтобы мы смогли развивать наш русский язык как язык межнационального общения, потому что это наше достояние, то, что нам досталось от наших предков, и чтобы родные языки всех народов Евразии развивались, чтобы наши предки, наши бабушки и дедушки знали, что они совершенно не зря отстояли мир во всем мире. Мой прадед, например, лежит в могиле неизвестного солдата. И, конечно, и я лично, и мои единомышленники, которые объединились вокруг ОНО Евразия, лично переживают, когда где-то сносят памятники, где-то вандализм поддерживается, где-то стираются имена советскому солдату, который отстоял мир на планете. Поэтому проектов много, мы двигаемся дальше, и для нас очень важно, что за год работы действительно пройден большой путь. Исполняющие обязанности министра культуры и министра просвещения Абхазии Динара Смыр и Инал Габля участвовали в работе общественно-делового форума «Евразия. Территория традиционных ценностей» в качестве экспертов. Динара Смыр приняла участие в панельной сессии по вопросам культурного кода Евразии. Она рассказала о том, что в Абхазии развивается сфера кино. В последние годы в республике активно снимают фильмы как местные молодые режиссеры, так и российские. Она коснулась и проблемы отсутствия кинотеатров в республике. До войны в городе Сухум было только 6 кинотеатров, но они во время военных действий пострадали. Но сейчас российская страна оказывает нам очень большую помощь. Возможно, некоторые фильмы мы будем показывать в Абхазской государственной филармонии. Министерство культуры Российской Федерации предоставляет нам большой экран, в котором можно будет собирать и разбирать. Мы хотим в преддверии 80-летия победы в Великой Отечественной войне показать фильмы советских лет, именно посвященный Великой Отечественной войне. Исполняющий обязанности министра просвещения Инал Габля выразил уверенность, что форум станет важным шагом на пути к укреплению сотрудничества в сфере культуры и образования. Конечно же, тема, она очень актуальна и для Республики Абхазия. Да? Сохранение наших традиций, наших обычаев, нашего кодекса Апсура. Это, наверное, самая главная задача, которую мы должны реализовывать в образовательных учреждениях, как в детском саду, так и в школе, в колледже, в университете. Об этом я сегодня успел немного рассказать, об нашем опыте сохранения наших традиций, истории, культуры, языка. Поэтому я уверен, что сегодняшний форум он придаст новый импульс нашему сотрудничеству. Международный форум «Евразия. Территория традиционных ценностей» сопровождала и культурная программа. Автономная некоммерческая организация «Евразия» начала свою работу в апреле 2024 года. За это время в программах организации приняли участие больше 20 тысяч человек из стран постсоветского пространства. Алика Трапш, Сима Аргун, Лилиан Маршан, Абхазское телевидение. Исполняющий обязанности министра здравоохранения Эдуард Будба посетил площадку, где возводится республиканский сосудистый центр. Совсем скоро в Абхазии появится служба, в которой будет установлен ангиограф. Уже в середине июня аппарат будет доставлен в республику, и поэтому необходимо закончить стройку в срок. Подробнее расскажет Ирина Аршба.
Ангиограф – современный высокотехнологичный аппарат, с помощью которого можно визуализировать просвет сосудов и полости сердца. Аппарат будет доставлен в республику благодаря договоренностям и поддержке российского Минздрава. Что касается строительства помещения под оборудование, то средства на эти цели выделены из абхазского бюджета. Ангиограф уже оплачен, контракт мы заключили, уже благодаря помощи Российской Федерации уже финансовые средства ушли поставщику. Значит, в середине июня этого года он будет доставлен в Республику Абхазия. Благодаря, значит, управлению капитального строительства и эта вся ситуация по строительству данного помещения, она находится на контроле у руководства Республики Абхазия. Вся финансовая часть строительства данного помещения финансируется Республикой Абхазия. Кроме ангиографа, эндоваскулярная служба будет дооснащена дополнительным необходимым оборудованием. Его также, согласно существующим договоренностям, предоставит российская сторона. У нас есть еще дополнительные контракты с Российской Федерацией по дооснащению ангиографической службы, эндоваскулярной службы дополнительным необходимым оборудованием. Помимо того, что сам аппарат будет привезен, будет дополнительное оборудование в виде шкафов и ламп, и специальных аппаратов, таких как наркозные аппараты и инструментарий. Вот это все уже в стадии проработки. Я думаю, сегодня, максимум в понедельник, этот контракт будет подписан, и все в сроки также будет доставлено в Республику Абхазия. Для ангиографа на территории республиканской больницы строится новое помещение, которое соединится с главным корпусом медучреждения. Ангиографический комплекс займет 169 квадратных метров. Строительные работы ведутся согласно графику. Строительные работы на объекте ведутся в строгом соответствии с техническим заданием, выданным Министерством здравоохранения под чутким руководством лично министра. Проводятся в соответствии с проектными решениями необходимыми. Сложностей в строительстве, я думаю, что не предвидится, и все будет дано в срок. То есть сейчас ведутся работы по подготовке специфического вида оборудования. Это вентиляция категории А, рентгенозащитных дверей, окон и панелей, для того, чтобы исключить радиацию от прибора. Все медики, которые будут здесь работать, местные врачи. Также Минздрав России обещал оказать содействие в оснащении отделения профильными специалистами. Сложно переоценить значимость открытия республиканского сосудистого центра. Одни только цифры нам говорят об этом, потому что по нашим подсчетам около 750 человек в год выезжают за пределы Республики Абхазия за диагностическим и лечебным пособием. Что касается кадрового потенциала, на этапе открытия и дальнейшей работы сосудистого центра мы будем использовать наш кадровый потенциал. Это специалисты республиканской больницы, также специалисты, доктора, выходцы из Абхазии, которые работают сегодня в медицинских учреждениях Российской Федерации. Также мы будем использовать помощь наших российских коллег. Вы знаете, что недавно приезжал академик Бойцов, и во время, при договоренности с Министерством здравоохранения достигнута была договоренность такая, что они нам в этом помогут и делегируют своих специалистов в Республику Абхазия. Совсем скоро жители Абхазии с сердечно-сосудистыми заболеваниями смогут получить помощь, не выезжая за пределы страны. Проектно-сметная документация ведется совместно Управлением капитального строительства Абхазии и Минздравом РФ. Проводятся консультации с профильными российскими медучреждениями. Предварительная дата открытия ангиографического комплекса – 1 июля. Ирина Аршба, Фатима Гергия, Роберт Ломия, Абхазское телевидение. Показатели летальности в хирургическом отделении республиканской больницы снизились, рассказал на отчетной конференции, посвященной итогам работы за прошлый год, заместитель исполняющего обязанности главврача по хирургии Астана Авицба. Если в 2022 году они составляли 2,3%, то в прошлом году 1,8%. При этом в отделение поступили на 1500 пациентов больше. По линии сотрудничества с российскими медорганизациями сотрудники больницы
проходили различные образовательные курсы. Важной частью стала возможность подключения к системе видеоконференций, что позволяет врачам вести консультации в режиме реального времени и обмениваться опытом с коллегами из других регионов. С момента открытия Центра телемедицины консультации получили 29 пациентов. Подробные отчеты о работе за минувший год представили все руководители отделений. В Вагу будет открыта лаборатория социологических исследований. Она будет создана на базе Центра науки и образования МГУ. Соглашение об этом было подписано ректором Олеку Гварами и ректором МГУ Виктором Садовничем. Документ привез в Абхазию декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов. Все эти годы, более 30 лет, у нас самый главный партнер – это Московский государственный университет, ректор которого, это имею право назвать другом. Значит, не только моим другом, но и всего университета, всей Абхазии. Я уверен, что и лаборатория послужит укреплению дружбы между нами, между нашими народами, между Россией и Абхазией. И когда будем узнавать, о чем думает народ, как думает народ, как он видит свое будущее, это будет как раз результат того, что сейчас создана лаборатория социологических исследований. Мы рассматриваем это как определенный новый этап в развитии центра, в укреплении наших давних, прочных, интеллектуальных, дружеских, творческих отношений, научного взаимодействия с Абхазским университетом. Ведь очень важно, чтобы мы знали чаяния, нужды наших избирателей, наших людей, чтобы мы в режиме мониторинга видели, как изменяются потребности, интересы, цели различных групп населения, с тем, чтобы корректировать политику, корректировать какие-то управленческие решения. Вот этой цели и будет способствовать открываемая лаборатория. Она будет работать на принципах открытости, она будет работать ради нашей дружбы, ради укрепления нашего взаимодействия. И, конечно же, для нас очень важно, что руководство Абхазского университета пошло на этот шаг, подписав этот договор, поскольку действительно для нас очень важно крепить вот это вот сотрудничество, и новый этап мы сегодня действительно открываем. Столичные службы приступают к ремонту улицы Фазилия Искандера. Вместе с руководителями профильных управлений и муниципальных предприятий, исполняющий обязанности главы администрации Сухума Тимур Агарба побывал на месте и озвучил соответствующие поручения, обязательные к исполнению в кратчайшие сроки. Подробности в материале пресс-службы администрации Сухума. Столичные службы приступают к ремонту улицы Фазилия Искандера, сообщил жителям исполняющий обязанности главы администрации Сухума Тимур Агарба. Вместе с руководителями профильных управлений и муниципальных предприятий администрации он побывал на месте и озвучил соответствующие поручения, обязательные к исполнению в кратчайшие сроки. Первая рабочая инспекционная поездка исполняющего обязанности главы администрации Сухума была на самые проблемные участки дорог города. По просьбе жителей и депутатов столичные службы приступают к ремонту улицы Фазилия Искандера. На этой улице столько обращений, вот и депутатов, и Рашида Азаретовна, и Димы, и жители, все без конца звонят, беспокоятся, дорога перекрыта в центре города, и поэтому мы оперативно должны эту задачу решить. Наши коммунальные службы, как нам дают добро, мы сразу приступаем к укладке асфальта. К лету мы вам сдадим дорогу с асфальтом, пока без тротуаров. По тротуарам будем дальше думать. Раз уж мы дорогу заасфальтируем, уже хочется ее комплексно, капитально сюда делать. Однако, прежде чем уложить асфальт, нужно провести комплекс сопутствующих работ, в том числе прокладка ливневок.
Кроме того, привлекут геодезистов, которые замерят уровень дороги и приведут его в норму, чтобы не подтапливало дворы жителей. Канализацию мы уложили года 2 назад. Полтора-два года вообще проблем нету, канализации. Остается вопрос с ливневкой. Да? И как вы нам скажете, что коммуникации готовы, мы вот асфальтный завод перегоняет сюда технику, до этого мы хотим выставить бордюры, зеленые зоны там и так далее и приступить к укладке. Поэтому вопрос с ливневкой надо решить и вопрос со всеми утечками. Чем быстрее, тем лучше. В принципе, вот ребята готовы приступать. Нас займет как минимум неделю. Дима, вы с ливневкой начнете? С ливневкой чуть посложнее, конечно, вопрос, потому что водопровод лежит здесь так, вот сейчас мы смотрели. На проезжей части ливневку уложить не получится, ее нужно будет укладывать там, где она сейчас проходит, по зеленой зоне, это убирая вот часть насаждений, перекапывая часть заездов во дворы. С людьми пообщайтесь, предупредите, что нам на зеленой зоне надо будет работы проводить. Исполняющий обязанности главы Сухума Тимур Агарба побывал и на улице Басария. Здесь некоторое время назад местные жители вынуждены были перекрыть проезд машинам из-за ужасного состояния дороги. Поступить именно вот так мы не хотели. Это, естественно, не по закону. Но на самом деле вы поживите вот летом и зимой. Летом дышать невозможно. Мы нашли часть средств для того, чтобы начать замену коммуникаций на этой улице. Планируем в 2025 и в 2026 году активно начать капитальный ремонт улицы. Сейчас мы будем принимать решение, с какого участка мы начинаем. Здесь все коммуникации обветшалые, как вы знаете. Улица Басария вообще в планах, и мы сейчас делаем расчет от ботанического сада до инфекционной больницы, то есть это вся улица. Но хотим разбить на этапы в связи с финансированием частичным в 2025 году. Значит, 102 миллиона рублей на это мы уже нашли. Сейчас готовятся необходимые документы для того, чтобы пройти экспертизу в Абхазии, в Российской Федерации надо пройти. Значит, по инвестиционной программе. Есть понимание наших коллег из Российской Федерации. Они готовы нам посодействовать в этом и будут все отремонтировать. Дай Бог, чтобы получилось. В ходе инспекционной поездки исполняющего обязанности мэра речь шла об укладке асфальта на улице Бубновой от Джонуа до имама Шамиля. Это будет подарок жителям от строительной организации «Спецдорстрой», сообщил он. Латают ямы на республиканской трассе на пересечении улиц Войнахская и Джонуа. Движение в сторону вокзала на этом участке однополосное, но неудобства, связанные с ремонтом, временные. Двор многоквартирного дома по улице Первомайская, 76А, где в плохую погоду стояла вода по колено, капитально ремонтируется. Тимур Агарба пообщался с рабочими, которые передали ему слова благодарности жителей, которым буквально в резиновых сапогах приходилось переплывать двор в дождливую погоду. В Сухуме продолжается ремонт фасадов многоквартирных домов. Строительные работы идут также на фасаде дома по улице Кугония, 62. В этом доме ремонт ведется уже совместно с местными специалистами, которых обучили российские коллеги. Обучился полностью на 45-метровой вышке, полностью владеет всеми процессами, всеми технологиями. С самого начала работал у нас, от нуля освоил технологию. Лично я ручаюсь, что человек полностью обучен, специалист уже достаточно высокого уровня. Мы на него рассчитываем, потому что у нас есть планы не останавливать эту работу. Своими возможностями будем продолжать, поэтому хорошо, что вы обучились, еще, возможно, кого-то обучить, и будем двигаться в этом направлении дальше. Замдиректора фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы Сергей Ушаков поделился, что в данном доме столкнулись с инженерными сложностями. Немало самозастроенных участков. Придется упорядочить внешние трубы, уложить общий сток. У нас здесь постоянно работают сотрудники Горстройпроекта с нами. И мы полностью, начиная от технического надзора, каким образом формируются колористические решения, каким образом реализуются проектные решения. Все это проработали. И торец полностью делают ребята Горстройпроект. Мы специально отвели им, как, если позволите, экзаменационную работу. Вот так, этот торец. С той стороны они работают совместно.
а этот торец полностью делает. Это ребята, которые наши обучаются у вас, Ваши, и которые дальше уже обучились, и сейчас они это все делают под нашим надзором. Тимур Агарба рассказал, что столичная администрация берет на себя устройство дворовой территории дома по улице Эшба, 185, где ранее был завершен ремонт фасада. Амра Амиджева, Мадина Абганба, пресс-служба администрации города Сухум. 12 апреля с полуночи до 18 часов часть Сухума и Сухумского района останутся без воды. Воду отключат в районе Турбазы, на улицах Апсильской, Братьев Зантария и Чанба, Кадурском шоссе, а также в селах Дзюкта и Баслата. В завершении выпуска расскажем о погоде. В Абхазии в субботу ночью и утром дождь, гроза, в горах снег. В воскресенье без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 8-13 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Камши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.